11 апреля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,86 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляют 1 доллар США от 10,91-37 до 10,94 сомони. 1 евро от 11,86 до 12,15 сомони, 1 российский рубль от 0,1335 до 0,1365 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром растут перед выходом ряда макроэкономических данных, в том числе о запасах этого вида сырья в США. Цена на нефть марки Brent составила $84.75 за баррель, марки ВТИ $80.35 за баррель. Стоимость золота растет во вторник утром после заметного снижения днем ранее, чему может способствовать снижение доходности американского госдолга и составляет $2014.35 за тройскую унцию. Таджикистан за последние 3 года, пандемические и постпандемические, удалось заметно снизить уровень бедности, тогда как в других странах-членах Евразийского банка развития за этот сложный период численность малообеспеченных, наоборот, существенно выросла. Согласно данным, приведенным в апрельском макрообзоре ЯБР сведениям, уровень бедности в Таджикистане в 2022 году составил 22,5%. Это на 3,8 процентных пунктов ниже по сравнению с показателем 2019 года, когда уровень бедности по официальным данным составлял 26,3%. Авторы обзора уточняют, что приведенные ими сведения заимствованы из послания президента Таджикистана. Действительно, президент страны во время своего последнего послания 23 декабря 2022 года сказал, что уровень бедности с 27,4% в 2018 году снизился до 22,5% в 2022 году. То есть остальные 77,5% населения Таджикистана живут в достатке. Между тем, в публикации ЯБР говорится, что уровень бедности в Армении к началу 2022 года достиг 26,5%, а в Кыргызстане 33,3%. До начала пандемии данный показатель в Армении составлял 23,5%, а в Кыргызстане 21%. Уровень бедности в других странах-членах ЯБР в соответствии с публикацией по итогам 2021 года сложился следующим образом. В Беларуси 4,1%, в Казахстане 5,2%, в России 11%. С мая текущего года цена на питьевую воду в Худжанде будет повышена на 20%. Повысится цена и за вывоз мусора. Об этом сообщил главный инженер ГУП «Худжанд-Водоканал» Абдухалим Нумонов. По его словам, стоимость 1 кубометра питьевой воды будет увеличена до 1 сомони 44 дирхамов, оплата за канализацию до 96 дирхамов. В настоящее время стоимость 1 кубометра питьевой воды составляет 1 сомони 20 дирхамов, а стоимость канализации 80 дирхамов. Нумонов объяснил рост цен подорожанием топлива и электроэнергии. По его словам, цены согласованы с антимонопольным ведомством страны. Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться уже 12-й месяц подряд. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Такая тенденция обусловлена падением мировых котировок зерновых культур и растительных масел, сообщает пресс-служба ООН. На глобальном уровне цены упали, однако на внутренних рынках они по-прежнему очень высоки и продолжают расти, что создает дополнительные проблемы в плане продовольственной безопасности. Это замечание особенно справедливо в отношении развивающихся стран, чистых импортеров продовольствия, причем ситуацию усугубляет снижение курса их валют относительно доллара США или евро, а также растущее долговое время, подчеркнул главный экономист ФАО Максимо Торрера. Казахстан рассчитывает увеличить объемы экспорта нефти через Азербайджан и придать этим поставкам долгосрочный стабильный характер. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщает на сайте Аккорды.
Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки, отметил Токаев и напомнил, что в 2023 году произошла отправка первой партии казахстанской нефти через Азербайджан. Президент Казахстана также подчеркнул, что важно раскрыть потенциал транскаспийского международного транспортного маршрута, что предполагает создание единых транспортных операторов и формирование замкнутого логистического цикла. До этого основной экспортный путь казахстанской нефти лежал через Россию. Сырье доставляли в пункты назначения по системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска, а затем по морю.